В эфире рубрика «Чрезвычайные профи...» Можно заново? Здравствуйте. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Юрий Осипов. Ложь во спасение или простое покрывательство. В городе Удачном возбудили уголовные дела за дачу ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В июле этого года в суде слушалось дело в отношении местного жителя. Он был признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Во время судебного заседания два свидетеля, являющиеся знакомыми подсудимого, желая помочь ему избежать уголовной ответственности, стали рассказывать о его непричастности к инкриминируемому ему преступлению. Суд, однако, критически отнесся к показаниям данных лиц и по этому факту возбудили уголовные дела. Леса – это особо охраняемый ресурс, но некоторые якутяне этого до сих пор не осознают. Так, по иску Ленской прокуратуры суд взыскал с линчанина ущерб, причиненный им лесному фонду. Как выяснилось в суде, мужчина без разрешительных документов на участке лесного лесничества незаконно рубил лес. Причиненный им ущерб оценили в сумму более 200 тысяч рублей. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. При этом причиненный ущерб он возмещать не стал. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Пьяное вождение ни для кого не заканчивается добром. В Усть-Алданском районе мужчину приговорили к реальному лишению свободы за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения. Установлено, что 23-летний местный житель уже раньше подвергался административному наказанию и был судим за пьяное вождение. Но выходит, что даже прошлые уроки не пошли ему на пользу и никак его не исправили. На этот раз его приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В Якутске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Его в Центре социальной адаптации, куда он пришел пьяным и устроил дебош. Как оказалось, задержанный числился в федеральном розыске за мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства. Так, на дежурный пульт централизованной охраны Росгвардии вечером поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в столичном Центре социальной адаптации. Прибывший на место наряд задержал 55-летнего мужчину. По словам администрации центра, он хотел остаться на ночлег, но находился в нетрезвом состоянии, что является нарушением правил. После того, как ему отказали, он начал вести себя агрессивно, вступил в конфликт с охраной и становился неуправляемым. В это время охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Задержанный был доставлен в дежурную часть отдела полиции за свое хулиганство. Выяснилось, что мужчина не имеет определенного места жительства и работы. Кроме этого, установлено, что он с октября 2018 года числится в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от суда. Мужчина обвиняется в мошенничестве. В Ленском районе возбуждены уголовные дела за кражу в крупном размере и убийство. 25 сентября после ликвидации пожара в частном доме, расположенном в Ленске, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался 34-летний хозяин дома, который являлся директором магазина электроники. В ходе следствия стало известно, что к преступлению причастен 19-летний менеджер магазина, сообщниками которого являлись несовершеннолетние 16 и 17 лет. В тот же день они совершили кражу в магазине. Злоумышленники украли сейф, в котором находилось около 800 тысяч рублей, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Молодые люди заранее запланировали совершить кражу из данного магазина. Двое из них отправились домой к директору торговой точки. Во время застолья злоумышленники задушили хозяина дома, взяли ключи от магазина, а затем, чтобы скрыть убийство, подожгли дом. После этого они встретили третьего приятеля и отправились в магазин, где совершили кражу. В настоящий момент все подозреваемые задержаны. В городе Руан на севере Франции загорелся химический завод, производящий специальные химикаты для транспорта, промышленности и производства потребительских товаров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, рассказывает Артем Сторонов. Сильный пожар возник в ночь на четверг на химическом заводе в городе Руан на севере Франции, примерно в 150 километрах к северо-западу от Парижа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Завод принадлежит компании «Лубризол», которая производит специальные химикаты для транспорта, промышленности и потребительского рынка. Как сообщили местные власти, возгорание возникло примерно в 2:40 ночи по местному времени. На борьбу с огнем были брошены более 130 пожарных, но, несмотря на все усилия, они много часов не могли справиться с пламенем. Дым от пожара достиг нескольких городов, расположенных рядом с Руаном. В полиции заявили, что он не токсичен. В 12 населенных пунктах были закрыты школы и детские сады.
Тем, кто проживает в радиусе 500 метров от завода, было рекомендовано не выходить на улицу. Полиция выставила оцепление вокруг места происшествия. Причины возгорания пока неизвестны. По меньшей мере 6 человек погибли в индонезийской провинции в результате произошедшего землетрясения. Подробности в следующем репортаже. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло рано утром в четверг в индонезийской провинции Малукку. Эпицентр располагался примерно в 37 километрах к северо-востоку от города Амбон. Подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, а также причинили незначительные разрушения. Но, по словам специалистов из Индонезийского геофизического агентства, угрозы цунами нет. Местные издания сообщили о по меньшей мере 6 погибших. Индонезия расположена на краю так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В этой сейсмически активной зоне регулярно происходят извержения вулканов, землетрясения и цунами. Это видео было снято и опубликовано в сентябре Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов. На кадрах последствия произошедшего год назад разрушительного землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Большая его часть все еще лежит в руинах. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 384 человека, сотни получили ранения, около 57 тысяч до сих пор проживают во временных центрах. Будут ли когда-либо восстановлены их жилища, неизвестно. За прошедший год представители Индонезийского Красного Креста снабдили едой, предметами гигиены и одеялами свыше 100 тысяч пострадавших от стихийных бедствий. Почти 300 тысяч человек получили доступ к питьевой воде. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.